Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире еженедельное интервью главы Республики Ингушетия Юнусбека Бамангиревича Евкурова. Сердце Калшин Юнусбек Бамангиревич. Начнем интервью с главного события страны. Это выборы президента Российской Федерации. 23 марта ЦИК России подвел итоги выборов. После обработки всех бюллетеней результаты голосования изменились незначительно. У Владимира Путина 76,69%. После подведения итогов Владимир Владимирович обратился к россиянам и поблагодарил за масштабную беспрецедентную поддержку. Президент снова заявил, что стране необходим настоящий прорыв, но быстрых и легких результатов на этом пути призвал не ждать. Юнусбек Бамангиревич, какие изменения будут происходить в целом в стране? Я в первую очередь тоже хочу поблагодарить всех наших избирателей, и тех, кто голосовал за Владимира Путина, и тех, кто голосовал за других кандидатов, заявку, за то, что проявили гражданское согласие, вышли и активно участвовали в выборах президента. Хочу поблагодарить всех организаторов. Это и подготовка к выборам, и в ходе выборов, и после выборов. Конечно, огромный труд, огромная работа. Поэтому всем спасибо. Хочу особо сказать спасибо нашей молодежи, которые как никогда в этом году приняли масштабное участие, в том числе с определенными инициативами. Это тоже радует, и радует то, что молодежь, она подвержена и обучению, и исправлению ошибок, которые были, они есть и будут. Ну и самое главное, что молодежь, она мотивирована на то, чтобы быть настоящими гражданами своей республики, своей страны. Более сознательная молодежь стала. Да. Ну не то, что более сознательная, она всегда была сознательной, просто все зависит от, как говорят, политической конъюнктуры, да, вот как-то вот какая система складывается политически, так оно и происходит. Поэтому молодым ребятам, девчонкам, вообще молодежи спасибо. Тем, кто в соцсетях позиционировал республику, тоже мы привлекали много ребят, и я призывал в том числе. Им тоже спасибо. Почему? Потому что не давали лишнего повода, чтобы про республику говорили что-то плохо. Может сочинять что угодно, оппоненты тоже были, у которых у некоторых даже ничего святого нет в этом деле. Но тем не менее, вот наши ребята, вот этот негатив, который пытался кто-то бросить там в соцсети, перебивали хорошими позитивными новостями. Ну и, конечно, спасибо нашему избиркому, всем работникам избиркома, лично Евлову Мусе, который на протяжении там многих лет делает все, чтобы республика всегда выглядела достойно по итогам любых выборов, которые проходят на нашей территории. Юнусбек Владимирович, все-таки вот изменения, которые будут происходить в стране, вот эта стабильность останется у нас? Ну, знаете, я сейчас начал первое с того, что я тоже должен был сказать, хотя я в Инстаграме заложил насчет благодарности. Я все-таки ориентируюсь на послание президента. В послании обозначено довольно таким масштабным направлением социалка, экономика, развитие страны. И Владимир Владимирович сказал такие слова: рывок. Надо делать рывок вперед, прорыв вперед, вот то, что он сейчас обозначил. Поэтому я уверен, что вот это послание, пункты послания, они есть как раз программная речь президента перед выборами президента Российской Федерации. И то, что переизбрали президента Владимира Владимировича Путина, то, что рекордное количество людей вышли, проголосовали именно за него на протяжении всех предыдущих кампаний, это говорит о том, что доверие президента растет, и люди в него верят. Конечно, я тоже верю в то, что вот эти изменения они будут и в республике, мы их и сейчас ощущаем, и завтра, послезавтра они будут еще больше. В ходе предвыборной кампании проходили дебаты доверенных лиц кандидатов в президенты страны. Были среди них и те, кто критиковал все, что сделано и делается в нашей республике. Вами дано поручение создать рабочую группу по изучению критики в адрес действующей власти и организовать круглый стол, так называемые контрдебаты. Когда мы увидим эти самые контрдебаты? Ну, есть такая строка в характеристике: на критику реагируют болезненно. То есть это считается такой отрицательной строкой, там основной даже строкой иногда бывает, что
человека за это могут не взять на работу. Поэтому надо подчеркнуть, что мы на критику не реагируем болезненно. Это раз. Второе, я не беру всерьез то, что люди говорят на дебатах, и в том числе и определенная критика, которая имеет место быть, в том числе. Это надо тоже признавать, не надо здесь прятаться. Ну и которая не имеет места быть. Это дебаты, это люди, которые вышли и обещают от своих там кандидатов в президенты, как доверенные лица, манна небесная, да, завтра, если выберут там кого-то из их кандидатов, то все изменится у нас, все тут же появится, и дороги, и все появится. Конечно, здравомыслящие люди понимают, что это дебаты, что это хотелки, что это обещалки, и после выборов все вернется в свое место. Но главное, что для людей, как я уже говорил, был курс направления. И что мы имеем в виду, когда говорим контрдебаты? Во-первых, такой практики не было, мы хотим у себя его сделать. Здесь нет никакого преследования, и тем более никакого там, административного или уголовного, тем более. Это дебаты. Они по всей стране проходили. У нас мягко, а в регионах или в Москве там более жестко. И все, выборы прошли. Но у людей остались много вопросов. Да? В том числе и когда просто огульно ради того, чтобы что-то сказать, пытаются обвинить власть. Власть, конечно, должна здесь находить способ себя защитить. Так как это были дебаты предвыборные, мы решили назвать вторые дебаты как контрдебаты. И здесь, если доверенные лица придут, если нет, то мы вот это, включая видео, вопрос, который озвучивает доверенное лицо, критикуя что-то, мы по ним будем объяснять. В том числе, если эта критика, она действительная, мы будем говорить спасибо, показывать эту критику. Если она обоснована, да? Да, если она обоснована, если она соответствует. И показывать, как мы эту ситуацию будем исправлять. Там я несколько раз слышал дебаты, там такие критики тоже есть. Где есть обоснованные вещи, где власть где-то не доработала. Поэтому всегда легче найти недостатки, чем не допускать их. Но тем не менее, эти дебаты должны быть. Это не контрдебаты для того, чтобы кто-то захотел, пришел и сел, начал там с нами вместе обсуждать там какие-то программы, проекты. Нам что, больше делать нечего, что ли? Есть конкретные вопросы, поднятые на дебатах, и только на эти вопросы будут ответы. Для того, чтобы не для тех, кто там на дебатах выступал, я имею в виду доверенных лиц. Почему? Потому что они это делали осознанно, с пониманием того, что они представляют там своих кандидатов в президенты. Это для людей, которые эту информацию приняли, и что дальше с ней делать, не знают. Почему? Потому что нет каких-то аргументов. И есть те, которые всерьез принимают такие информации. Мы должны или опровергнуть ее, доказывая, или же согласиться с ней, а потом показать, что мы хотим устранить эти недостатки. На днях на коллегии Минздрава был отмечен рост демографических показателей и снижение смертности. Это и неудивительно, ведь построено множество объектов по линии здравоохранения в нашей республике. Вы в ходе выступления отметили, что сфера здравоохранения является приоритетным направлением не только для Ингушетии, но и государственной политики в целом. Расскажите подробнее, что изменилось за последние годы в сфере здравоохранения. Мне сложно сейчас рассказывать подробно, что там изменилось, пускай там министр здравоохранения расскажет, но про коллегию скажу, что мы сегодня имеем возможность говорить, что с разницей там, то, что на глазах у нас происходит, говорит о том, что все-таки уровень медицинского обеспечения, отношение врачей к населению, к больным или даже к родственникам и возможности наших лечебных учреждений, самих врачей, они, конечно, в разы кратно возросли. Это надо признавать, мы это признаем. Но при этом я больше уже говорил там же и о критике, о том, что какая критика от населения, сколько есть вопросов. Есть там много вопросов, которые не соответствуют действительности, но есть вопросы, которые довольно серьезно под ногами просто валяются. Даже когда я выезжаю в больницу, не проходит момент, когда мне на глаза не попадется какой-нибудь там бедолага, которого там на орбиту запустили, он бедно бегает там, не знает, что делать. Поэтому, конечно, министру здравоохранения я дал поручение и ее заместителям как-то более внимательно отнестись
И одно из моих предложений было создать из общественников, из тех, кто на том, что в соцсетях что-то пишет, создать какую-то группу такую по этике поведения врачей, чтобы не я этим разбирался, а чтобы эта группа разбиралась, в том числе и делая так называемые в кавычках контрольные закупки, проверять тех или иных врачей, в том числе проверять ночные смены, как работают, приемные, как работают. Почему? Потому что основная проблема начинается с приемного покоя. Когда больной приходит с ребенком или сам, и тут же начинается 1000 отмазок у тех, кто на дежурстве сидят, чтобы лишь бы вот эта проблема не коснулась его. Или там на дежурстве сидят не совсем обученные, знающие тему врачи, или нет желания работать с больными. Но это не повально, это не так, как было раньше, это уже, конечно, намного меньше, но тем не менее такие вопросы есть. Поэтому мы и попросили, я и предложил создать вот такую группу, и надеюсь, что эта группа будет создана, поручение дал, и просил бы жителей, все-таки, когда есть обоснованные претензии, жалобы на врачей, давайте мы вместе будем просто добиваться того, чтобы или сменить врача, или исправить этого врача. Почему? Потому что ни я, ни министр здравоохранения вместе взято не справимся с этой задачей. Мы должны все вместе в этом направлении работать. В нашу республику в рамках договоренности, достигнутой между вами и руководителем Федерального медико-биологического агентства России Владимиром Уйбой, в скором времени начнет работу сводный медицинский отряд ведомства для содействия Минздраву республики в проведении вакцинации населения. Вот как вы считаете, насколько серьезно жители нашей республики должны относиться к этой вакцинации? Ну, я считаю, конечно, что максимально серьезно. Но у жителей есть свое мнение, так же, как и как применять препараты лечебные там, по рецепту врача или же там, по совету там, деревенской бабушки, которая говорит, что ее когда-то прабабушка лечила вот так. То есть тут тоже вопрос. Надо всем понимать, что принимая лекарства, не согласованные с врачами, ты имеешь шанс попасть на получить обратный эффект. Почему? Потому что в любых лекарствах, там, если в описании написано, какие побочные эффекты дает это или иное лекарство. Если вы, думая, что у вас этого нет, не проконсультируясь с врачом или не проверив себя, то может попасться там и многие такие случаи, когда и до смертельного исхода. Потому что человек не знал, что такие болезни есть, он принял такие лекарства, которые там, наоборот, осложняют эту болезнь. То есть, чтобы защититься от одной болезни, он усложняет другую болезнь. Здесь то же самое с детишками, о которых мы говорим, там прививки, так называемая вакцинация детей. По-разному подходит. Я единственное могу сегодня смело сказать для жителей, что 3 вещи. Первое, это не обязательно, но огромное количество врачей, более 60 человек приезжает. Приезжают самые современные, новейшие, передвижные комплексы медицинские. Самые, нет таких, других нет даже, ну, в сравнении там, с мировым производителем, такое самое современное. И вам нужно просто найти время, а времени там будет достаточно, если сегодня получше, то завтра. Просто для себя отвезти детей и проконсультироваться, провести диагностику. Там есть до прививки, когда врачи все проверили, если ребенок здоров, они все равно вам предложат прививку. Хотите – делайте, хотите – не делайте. Это уже ваше дело. Вам предложат, и все. Но уж точно вы получите бесплатную медицинскую помощь в виде диагностики своего ребенка. Если вам и на это наплевать, ну, я тогда не знаю, что я еще должен делать. То есть прямо во двор проехала скорая. Если вам и здесь нет времени с этим ребенком, ну, конечно, я тогда даже не понимаю таких родителей. Да, у вас на глазах ребенок может там бегать, прыгать, вообще казаться не больным. Ну, не надо этим его здоровьем рисковать. Почему? Потому что завтра, когда он вырастет, и он получит хроническое заболевание, ну, уже на себя судить тяжело, хотя никто на себя не судит. Сразу же все ведутся к Всевышнему.
дал иштхаваттар, дал иштядразм. Аллах датул дарге. Свою бездеятельность все на Аллаха. Хотя скорость можно было превысил, это избежать, разбился. да? Аллах в бехке. Вердят Аллаху, вердят Аллаху. А вот сами, чтобы вот пошевелиться. Поэтому я здесь прошу хотя бы это сделать, первый шаг. Давайте масштабно, вот они в села будут ездить, я главу муниципальных образований тоже задачу эту поставил, максимально, чтобы детей отвели, чтобы сами себя успокоить хотя бы. Даже если вы где-то обследуете ребенка, еще раз проведите, сверьте часы, да, как мы называем. И те, кому там вам тоже те же врачи расскажут происхождение прививок, вакцинации. Есть там, чья кровь там есть, вампиров или свиньи, или крысы, что там есть вообще. Вам это все расскажут, там это описано, никто обманывать не собирается. Что это дает, как это дает, что лучше, все это вам расскажут. Пожалуйста, будьте добры, хотите прививку сделать, не хотите, идите домой. Вот. Я, по крайней мере, я вчера уточнял дома, мои дети по плану, по графику, они привиты. То есть я могу показать и карточки, которые есть, могу показать детей, которые привиты. Пожалуйста. Я это говорю, потому что если бы я знал, что это вредно, если бы знал, что это харам, если бы я знал это, я что, враг своим детям, что вот я глава республики. То же самое я дал поручение чиновникам, чтобы максимально своих детей вели и под камерой показывали, как они своих детей там, или там, внуков, внучек там, прививают. Врачей, чтобы заставили так же сделать, чтобы все поняли, что это нужно для республики, в первую очередь для подрастающего поколения. И такой масштабный проект, который мы там организовали с помощью и Министерства здравоохранения России, и, конечно, нашего дорогого друга, дорогого человека Владимира Уйбы, масштабный проект. Я просил бы все-таки людей в этот проект поддержать. Это как раз к госпрограмме «Здоровье нации». К этому все идет. Мы сейчас хотим начинать год именно с такой хорошей диагностики детей и больше привитых детей делать. 21 марта, согласно расписанию проведения единого государственного экзамена, в Ингушетии начался досрочный этап ЕГЭ. На днях вы были на одном из пунктов сдачи досрочного экзамена. Как вы оцениваете уровень подготовки и проведения этих экзаменов? Ну, уровень подготовки я уже там спрашивал, и до этого спрашивал. И здесь я тоже жителей просил бы, если для детей, которые пересдают, не образованы дополнительные занятия в классах, бесплатные, подчеркиваю, бесплатные, в школах по месту учебы, предыдущей учебы, то об этом сообщать. Почему? Потому что везде должны быть вот эти бесплатные занятия организованы. Ну и заставлять детей их посещать, эти бесплатные занятия. Но то, что я сегодня, вот тот день увидел, резко отличаются ребята от тех, которые были раньше. Почему? Потому что раньше проходили просто так, а получится или не получится. А здесь ребята, которые мотивированы, хотят поступать выше. Кто-то уже учится, хочет еще больше баллов набрать и поступить еще куда-то в высшее учебное заведение. А кто-то собирается первый раз, не добрав баллы прошлого раза. Подготовились, идут. То есть мотивация была совершенно другая. В той школе, в том месте, где я был. Надеюсь, что везде это так же. Поэтому, ну и количество заявленных, и количество пришедших совершенно другая разница в этом году. Поэтому я надеюсь, что ребята качественно дадут дополнительный вот этот единый госэкзамен и выйдут на тот путь, который они для себя выбрали, поступить в те учебные заведения, которые они выбрали для себя. Юнусбек Владимирович, вы говорили неоднократно, что платежи за услуги ЖКХ возвращаются в нашу республику в виде инвестиций. Наглядным примером служит строительство социально важных объектов, финансируемых «Газпромом». На днях у вас прошла встреча с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером. Какая договоренность была на этот раз? Ну, я еще раз хочу призвать жителей, в первую очередь, текущие платежи платите и долги, которые накопили, тоже платите. Буквально там на днях будет принят закон федеральный, где будут меры ужесточаться. В том числе тем, кто незаконно подключается, потому что тем, кому отключили, оно еще раз подключается. Никто не будет возле ваших ворот ставить участковых там и не позволять вам подключиться. Почему? Потому что повторное подключение – это, ну, как минимум 10 тысяч рублей штраф.
А еще потом это будет уголовное дело. Не совсем мне понятна политика многих людей, которые вообще не хотят платить. У нас самые низкие тарифы в стране, в Северо-Кавказском федеральном округе вообще. Нам государство пошло навстречу. И мы всегда хотим себя показать, что мы вот самые обездоленные, нам надо все бесплатно. Нет. Почему во всей стране платят, у нас не платят? Я проводил совещание МРГ и довольно серьезно отчитал глав сельских поселений, глав муниципальных образований. Почему в некоторых селах, там, и в большинстве сел, платят там 6, 7, 10% населения всего платит? Почему эти 10% платят, а 90% не платят? Они что, лучше? Они у них прямой пропуск в рай? Или у них прямое общение с Всевышним? Они что себе позволяют? Почему так происходит? Да, я понимаю, есть ряд причин. Организация сборов там, и так далее, и так далее, и так далее. Но любой человек должен, ну, как минимум, беспокоиться прежде всего сам за себя. Пойти заплатить. Сейчас условий много. Поэтому, конечно, да, Алексей Борисович пошел навстречу. Даже с учетом с такими недостатками пошел мне лично навстречу. Выделяет средства. В том числе сейчас выделил средства для завершения строительства амбулатории Альтиева и на Саркорте. У нас большая проблема там была, они уже там зависшие объекты. И для завершения реконструкции нашей башни, башни Согласия и прилегающей территории. Плюс еще Алексей Борисович дает нам средства на один из мощных, хороших проектов. Это строительство здания Горского кадетского корпуса. Мы хотим все-таки перевести Сурхохов сюда, а там сделать круглосуточный летний лагерь, круглосуточный лагерь для детей, для отдыха в той зоне. И здесь порядка 900 миллионов выделяет Алексей Борисович. Но при этом условия. При сокращении дебиторской задолженности. Это то, что мы говорили. В этом году «Газпром» реконструкцию проводит в республике более 300 километров реконструкции. И новые линии прокладывает там в новостройках. Огромная, колоссальная помощь. Такая же картина по Россетям. Буквально на днях будет принято решение, уже на аукцион выставляется подстанция Плиева. Более 500 миллионов выделяется на реконструкцию сетей, в том числе и для новостроек. Но если мы не платим, это же все может прекратиться. Поэтому я просил бы все-таки жителей платить текущие платежи и не выдумывать причины в этом направлении. Ну, харамдес, да, говорить не хочется, но не совсем понятен такой подход. Поэтому убедительно прошу, а главам я уже последнее предупреждение дал. Больше чтобы контролировали жестче, да? Если не будет там работать, я буду увольнять с работы. Вы часто встречаетесь с вынужденными переселенцами для детального обсуждения тех или иных вопросов. И вот недавно вы дали поручение вновь всех вынужденных переселенцев из Чеченской Республики собрать. В связи с рядом недовольств, прозвучавших на прошлой неделе от группы собравшихся переселенцев в Назрани, и вновь обсудить все проблемные вопросы. В чем заключается суть предстоящей встречи? Я еще раз хочу обратиться к тем, кто по ряду причин не получил жилье, вынужденным переселенцам, и сказать, что не пройдут эти шантажи. Просто не пройдут. Те, кто вам пытается оказать помощь, они оказывают вам медвежью услугу. Я объясняю еще раз, что есть там категория людей, которые получили господдержку в виде материнского капитала, в виде первых средств для поддержки, за потерю имущества, там 50 тысяч на какую-то сумму. Оно считается господдержкой. В виде еще чего-то. Я знаю сам, без подсказки, что этого недостаточно, что-то неправильно. Но это в законе так прописано. Поэтому мы, когда сформировали список и выдаем жилье тем, кто есть по списку, появилась вот группа где-то порядка 200 человек. Мы из них сделали общественный совет, группу. И с ними собирались, там, я лично с ними встречался, наверное, если не соврать, там, разов 5, как минимум. Если, плюс еще мои подчиненные. И всем довели, да, я тоже согласен, давайте так, мы пойдем по закону.
Обратились в прокуратуру. Нам прокуратура прислала ответ, что да, по закону все соответствует действительно. Им не положено продлевать статус и не положено господдержку. Почему? Потому что они уже получили. А я этим людям сказал, что если, как только прокурор нам ответ, мы после этого направим, я лично сам буду ходить перед председателем правительства о изменении постановления правительства. Почему? Потому что мы докажем, что они разные вещи, как господдержка за потерю жилья, восстановление жилья, да, и господдержка как материнский капитал или другое. Это разные совершенно вещи. Но не дожидаясь этого, там есть ряд организаторов, человека 3-4, бегают среди этих людей, вводят там под микрофон, ставят под камеру. Я точно говорю, что никогда этот шантаж не пройдет. И более того скажу, что вот те организаторы, они отдельным списком, они уже стоят. И мы по ним сейчас начинаем проверку. Потому что законность получения некоторыми из них, я это не шучу, некоторыми из них жилья на себя, на своих родственников. Уже некоторые по 3 раза жилье получили. Мы сейчас по вновь открывшимся обстоятельствам возбудим дела по этому поводу. Будем очень жестко реагировать на это все. Но уж точно я остальных просил бы, не лезьте в это дело. И не мешайте мне себе помогать, в конце концов. Не мешайте мне себе помогать. Дайте мне по путям, по закону пройти везде. Сейчас остался один путь. Идти в правительство Российской Федерации. Параллельно я дал поручение готовить документы подачи в суд. И если суд примет решение, что вот так, в том числе и может и Конституционный суд, ну, может, до этого не дойдет. Может, достаточно того, что представитель правительства Российской Федерации примет решение по этим вещам. Поэтому еще раз прошу, не мешайте мне себе помогать. И не слушайте тех, кто вас мотивирует бегать. Побежали в Госдуму туда, там, стали с плакатом. Чего вы там стоите? У нас есть депутаты, они по первым вашим сигналам, мы их пригласим в республику, пожалуйста, в свои жалобы подавать. Чего в Москву поехали? Собирать друг у друга деньги, чтобы на дорогу туда-обратно. Не обманывайтесь, вас обманывают, просто нагло обманывают. Не лезьте в эти дела и будьте более благоразумны. И тогда мы все задачи выполним. Ранее в социальных сетях появилась информация, что молодой человек вышел из дома и отправился на учебу, но не дойдя до нее, пропал. Позже в Чеченской Республике прошла спецоперация, в ходе которой были ликвидированы 4 бандита. Личности уничтоженных во время спецоперации установлены. Это Алироев, Сайдаев, Таибов и Медов, ранее пропавший в Ингушетии. В соцсетях появились комментарии в поддержку Медова со словами соболезнования, мол, он погиб на пути Газавата. Неужели родители в подобной ситуации не знают, где бывают их дети и с кем они общаются? Ну, вот скажу про тех умников, которые в комментариях пишут, да, у вас вот куабл долциняваш. Ну, спецслужбы занимаются этими вопросами, этими умниками, которые там пишут. Ну, хоть бы про себя сказал бы и не афишировал бы. А завтра, когда за ухо возьмут, начнут визжать, везде кричать, меня вот обижают. Почему? Потому что маловазы, что этому человеку, молодому человеку мешало жить нормально, развиваться. Учился на 4-м каком-то курсе, там, колледже. Ему все организовали. Что он туда полез? Куда он поехал? И если сказать, что вот такие банды, у нас эти случаи были. И наши там, так называемые жители в Чечню, и жители Чечни к нам. Почему? Потому что граница, она не закрыта. Она не может быть закрыта. Это горная лесистая местность. И плюс-минус туда или к нам. Мы в прошлом году там совместно даже проводили операции, уничтожали, и будем уничтожать. И спасибо в том числе спецслужбам, которые работают по Чеченской Республике, что уничтожили. Потому что если брать двоих, которые с сельского поселения в Псидах, они как раз убежали после того, когда ликвидировали банду Салтукиева. А я тогда обращался. Мы проводили АТК. Я тогда говорил, все, кто с ними замешан, идите, мы вам поможем. Пока вы не стали на преступный путь, идите к нам, мы вам поможем, мы вытащим вас из-за уши, вытащим вас оттуда. Нет, не захотели. Ушли на нелегальное положение, пытались прорваться там или уехать в Сирию, ну и так далее.
Один там, насколько я знаю, из Дагестана парень. Вот Медов через какое-то время то же самое убегает. Плохо, что родители, брат его, не говорят правду, когда начинаем спрашивать после того, как он убежал. Тут же появляется, вот наш мусульманский брат. Ну какой он мусульманский брат? Вы головой думаете, ну что за брат такой? Он куда поехал? Кто его призвал к Газавату? Так же нельзя. Как вы это делаете? Как у вас это все получается? Чтобы пойти в лес, там, кого-то обстирывать, когда сидеть, как вообще непонятно. А потом все говорят, вот их подставили, можно было их живыми взять. Ну давайте все, кто об этом думает, так, соберитесь у меня, я вас отправлю. Вот первую базу боевиков мы найдем в лесу, я вам дам оружие, отправлю, попытайтесь взять их живыми. Без оружия попытайтесь. Попытайтесь их уговорить. Потому что каждый, кто идет на дело, у них тоже дома семья, дети. Поэтому здесь только можно сказать спасибо органам правопорядка, которые уничтожили. И призвать всех родителей. Прекращайте заниматься ерундой. Учите воспитывать своих детей. Контролируйте их. А не пытайтесь потом, когда он собьется с пути, сваливать это все на всех. От себя отталкивать. Типа мы такие хорошие, а все остальные плохие. Ну, хотя бы найдите все мужество выступить, сказать, что да, упустили мы, не доглядели. Но лучше это делать до того, как. Лучше прийти и сказать, даже если этот молодой человек не хочет идти, прийти и сказать, помогите. Мы видим, что он не на том пути. Но в крайнем случае, если мы там что-то увидели бы, посадили бы, был бы живой, сидел бы там, отсидел бы, вышел. А сейчас его нет. И других нет. И кому-то что доказали? Некто Бельтоев, который третий там Седахов держал, до сих пор тоже в розыске. Конечно, мы должны профилактикой заниматься и будем заниматься этим вопросом, но уж точно там, где не понимает нормального человеческого языка, только уже самое жесткое, вплоть до уничтожения. Почему? Потому что ну сколько можно уже там за руки таскать? Если им не надо, а зачем нам это нужно тогда? Поэтому здесь мы не должны позволять тот покой, тот порядок, который сегодня есть и в республике, в целом в регионе, на Северном Кавказе, в стране, кому-то нарушать. Во время хаджа в 2017 году жительница нашей республики Нальгиева Субар в результате ДТП попала в реанимацию. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу в Саудовскую Аравию. И вот 24 марта ее доставили спецбортом в республику. Прокомментируйте эту ситуацию. Она долго лежала, Далмашу Лоцин, долго лежала в Мекке, в больнице, в реанимации. Она и сейчас не пришла в себя, насколько я помню, в коме. Но мы по-разному думали о том, что с представителями ТЭПа советовались там, с родными, там, как сделать. Все-таки приняли решение доставить ее сюда с разрешения ее родных. И огромное спасибо министру МЧС России Владимиру Андреевичу Пучкову, который выделил борт. Спасибо нашему сенатору Дидигову Мухрабеку Лясовичу, который там организовал этот весь процесс, и нашему руководителю по хаджу Теркикееву Ахмедову. То есть они это все организовали. И консул, который в Джиде находится, это Багаудин, хороший парень из Дагестана. То есть полностью все организовали, и сегодня эта женщина находится в Назране, в больнице. И там будет лежать, пока не придет в себя, пока не станет на ноги. Дал Машин Волт, дал Сабрачан Волт. Ну и, конечно, еще раз показывает то, что мы стараемся все-таки регулировать, контролировать такие процессы и оказывать всяческую помощь. Состоялось очередное примирение кровников, представителей ТЭПов Воделовых и Мержоевых. Это результат работы примирительной комиссии. А вы, Юнусбек Бамангиревич, как в целом оцениваете работу комиссии? Да, сегодня масштабный проект, очень масштабный, наверное, один из таких самых крупных прощений кровников. Мы помним очень трагическую историю этого. Это 5 убитых Далгештолца, Далгада был.
7 раненых, и все на ровном месте. Я чуть-чуть шире скажу по этому поводу, не раз уже об этом говорил. Вот здесь как раз слабая работа главы села, депутатов села, имама села, торг-томат. Вот эта категория, в тот момент, они должны признаться, они очень слабо отработали. Первый случай конфликтной ситуации произошла в четверг. Это было 8 лет назад, да? Да. В четверг это произошло. Не поделили машину щебенки. Ну, до крови не дошло, потолкались и решили на завтра, после пятничной молитвы, замириться. Вот здесь есть как раз та ошибка, которым воспользовался шайтан. Время упущено было. Конечно. И не раз сами же священнослужители об этом говорят. Нельзя ложиться спать, пока вот такая тема есть. Надо, конечно, здесь неумышленно. Понятно, что ни глава села, ни имам, там, думая, не торг-томат, думая, зная, что завтра что-то произойдет, никто не ожидал. Но это как раз есть тот сигнал, когда мы не должны на такие вещи смотреть, думая, что это все само по себе, само по себе ничего не происходит. Да, сложно. Сложно признаться во всем. Здесь тоже мужество нужно. Но еще сложнее, еще больше мужества нужно простить. Долго ходили, долго говорили. Раджухтар var, Гадаборшев умер. Он буквально за неделю до своей смерти своим коллегам с оргкомитета Тейпов сказал: «Самдадах Тезбей». Вот это кровное место, надо решить этот вопрос. Вот мы сегодня его тоже вспоминали. Большое количество ходило по этому поводу, и я в том числе, и другие. Большое количество ходило к воделам, чтобы все-таки убедить их, что надо просить. Они сегодня нашли в себе мужество. Этому тоже была причина, не буду сейчас говорить про причину. Они нашли в себе мужество. Здесь нам надо всегда смотреть корни. Когда есть те, которые просят прощения, и при этом не унижаясь, не теряя чувство гордости и за себя, и за ты, а наоборот, еще больше возвышаясь над сделом, да, сделала волока, когда они просят прощения и признают: да, случилось, мы виноваты. И когда вы делаете достойно в этих случаях, любой прощающий имеет право что-то требовать сверх дозволенного. Публичного раскаяния, стать на колени, там, 1000 вариантов. Но когда тейп, который прощает, не опускается до такого уровня, а просто прощает, это знак того, что в этом тейпе есть настоящий мужчина, и есть традиция обычая. Я сделал волок. Когда это все в совокупности дает хороший результат, как сегодня. Да, долго, но все равно дал хвастом больше, что дальше не распространяет. И здесь тоже надо сказать, эти 8 лет, проживая в одном районе, и старшие, и особенно молодежь, она более горячая у нас, сделали все, чтобы уйти от стычек. Сегодня там тоже очень много было приведено примеров религиозного содержания, я не буду это там опускать, там люди, те, кто это знает, лучше скажут. Но сегодня я хотел бы молодежь попросить, и Воделовых, и Миржоевых. Старшие, мудро подойдя к этому вопросу, вам дали шанс укрепить свои родственные связи между собой, Воделовым и Миржоевым, еще крепче, чем они были до вот этой ситуации, до вот этого кровопролития. А тогда были, и сейчас они родственники друг друга. Юаля, Ига, Баваш, Лелаш. Поэтому вот молодежь должна сейчас это делать. Это раз.
И второе, конечно, вот с сегодняшнего дня, видя друг друга, вы не должны отворачиваться. Вы как родные, не видевшиеся давно друг с другом, наоборот, должны сближаться, общаться, обниматься и разговаривать. Почему? Потому что вы тоже являетесь примером для других. Ну и в рамках этого я хочу сказать спасибо всем, кто за этим стоял. Всем. Это огромное количество людей. И наши примирительные комиссии, и наши просто старики, и наши потомки пророка Далсман Паймар, и Сять Хосян, и Абдулла Бедири, и Султыгов Макчелипс Назрани, и по фамилии назвать долго. Мутёльгов Алихан, который отвечает за примирительную комиссию Малгобекского района, который день и ночь там этим занимался. И Совету Таипов. То есть всем огромное спасибо. И это большой плюс. Ну и поставить пример. Мне хочется вот именно поставить пример Воделовых за то, что они нашли в себе мужество. Даже не нашли, они потеряли. Оно у них и было. Простить кровь родных и близких. И Мержоевых, которые нашли в себе мужество, признать это и прийти с прощением. Здесь даже не могу для себя просто дал для себя даже не могу определить, что более мужественнее просить прощения и прийти с покаянием, или же прощать. Ну, как обычно говорят, что прощают только сильные, слабые не умеют прощать. Поэтому вот сильные и прощают тоже. И, конечно, хочется поставить их в пример. У нас много в республике не то, что кровной мести, а даже где нет вообще никакой крови. Просто есть тычками обошлись, это тянут. Сейчас одни из таких самых священных месяцев. Перед месяцем Рамадан 2 месяца, этот и следующий, и месяц Рамадан. Я бы просил всех вот именно взять пример, вот первый день месяца такого святого, этого первого месяца Воделовы простили, и в первую очередь облегчили души тех, кто погиб, кто умер на этом пути. Просто облегчили им души. И сегодня я просил бы всех взять с них пример. И давайте я поручение такое дал примирительной комиссии и управлению по делам религии. Давайте все вместе, просто все вместе сделаем так, чтобы за 3 месяца максимально минимизировать возникновение таких ситуаций своим хорошим поведением и сабором. И второе, ликвидировать то, что уже произошло. И обращаясь к молодежи, сегодня очень хорошо там один старик сказал, что прежде чем на кого-то кидаться, ты должен перед собой поставить вот эту картину. Сотни людей, которые ходят, потом уговаривать из-за твоей дурости, из-за твоей тупости, из-за твоей несдержанности, из-за твоего непонимания ситуации. Ходят, уговаривают. И сколько там боли и матерям, и сестрам, и женам, и вообще в целом всей республики. Поэтому молодежь, конечно, должна быть более сдержанной. Более сдержанной, почему? Потому что по шариату кровное место – это не для кровожадности в первую очередь, а для того, чтобы предостеречь того, кто хочет убить, что ты будешь отомщен, что с тебя за это спросят. Это сдерживающий фактор, а не кровожадный фактор. Поэтому, конечно, просил бы всех воздерживаться от резких, сиюминутных, почему-то у нас есть такая привычка, сперва сделать, а потом думать только. Причем сделать, давайте научимся думать, а надо ли это. Давайте проглотим, и здесь можно приводить всегда пример, хорошую русскую поговорку. Утро вечера мудренее. Поэтому если вот тот случай, когда здесь вот этот случай, если вечером что-то произошло, то давайте мы все-таки будем сдержаны и всю ночь будем работать, чтобы утром принять верное решение, мудрое решение. А не так, что вечером все заснуть, а утром пойти убивать или разбираться.
Юнусбек Бамангерович, я благодарю вас за то, что нашли время и ответили на все наши вопросы. Баркал диарясал, дал барта болмас медал вагр бяка тихалт мен кашаса бяка чана да ашкириндина бол бячана азягр диарясал и азягач бесы барчаби бартаби дал ши иман сабр логан маслим. Спасибо всем большое за то, что вы делаете для нашей республики. Аминь, баркал. А я напоминаю нашим телезрителям, что это было интервью главы Республики Ингушетия Юнусбека Бамангереевича Евкурова. До новых встреч!